Работы на ВЛ Ачгуара идут практически круглосуточно. Утром 8 ноября их проводили сразу на 3 участках в селах Бедия, Ачгуара и Кохора. Участок в селе Беди – один из самых проблемных, говорят специалисты. Здесь провели работы по перетягиванию провода, который опустился из-за нагрузок. Ведь провод новый, а система старая, отмечают энергетики. Согласно нормативам, на этом участке изначально нужны были повышенные опоры электропередачи. Перетягивали провод, подвешенный новый провод в пролете между опорами 82-86. Там всегда этот участок был проблемный, потому что это проект еще советский, там нужно было повышенную опору ставить на месте 82-й. Поэтому, когда сейчас мы повесили новый провод, немножко габарит нарушился. Сегодня мы этот момент исправили. Мы перетянули, и сейчас габарит от земли до провода в норме. На том же участке специалисты демонтировали линию 6 киловольт, так как она проходила под новыми проводами, а затем провели по безопасному маршруту. Сделано это во избежание касания проводов обеих линий. Перенесли линию 6 киловольт, которая проходила под линией 220. Хотя там были нормальные габариты, но для большей безопасности мы эту линию перенесли. И продолжали работать. Вот самые сложные работы были на участке, вот тут Орешник, и между опорами 30 и 32 габарит был нарушен. Не совсем, можно сказать, габарит был где-то около 6-7 метров. Но учитывая, что здесь Орешник, да, и нам пришлось, мы решили установить опору промежуточную, железобетонную, чтобы габарит увеличить и на данном участке, чтобы не было проблем. Там, где было невозможно установить повышенные опоры, из-за особенностей рельефа пришлось срубать растения. Ведь нужно сделать так, чтобы провода не касались кроны деревьев. По нормативам под такой высоковольтной линией нельзя, чтобы что-то находилось на расстоянии 25 метров. Это мешает нормальному функционированию ВЛ и вообще опасно для жизни. Но за 30 лет здесь посадили немало садовых культур, которые сегодня приходится вырубать. То есть под проводами не должно ничего расти. Это должны все понимать. И частные владельцы, и государственные. То есть нельзя ничего сажать, никакие растения, ни кустарник, ни деревья под проводами. Вот в чем проблема вот этого времени, с чем связаны эти отключения. 25 метров – это охранная зона от крайних проводов, плюс еще 12 метров – это над этими проводами. То есть выходит 60 метров, это охранная зона линии электропередач 220. Без согласования с эксплуатирующей организацией никто ничего не вправе, ни строения, ни сады, ничего строить в этой зоне. На время ремонтных работ подача электроэнергии была приостановлена в большей части Абхазии, которую питает эта линия. Специалисты надеются, что после ремонта и установки повышенных опор таких длительных перебоев с электричеством не будет. Сегодня завершим и будем подавать потребителям по всей Абхазии. А так вообще какие-то ограничения? Мы надеемся, что включение под полной нагрузки пройдет. Если все нормально, то ограничений пока не будет. В данный момент Минэк Республики ведет переговоры с Министерством энергетики России об организации перетока электроэнергии. В случае его осуществления специалисты смогут в более сжатые сроки полноценно завершить работу на ВЛ Ачгуара. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.